Среднюю Азию часто называли Туркестаном, то есть страной тюрков. Это название справедливо, ибо большинство народов, населяющих ее, говорит на тюркских языках. Первое место по численности говорящих на тюркских языках в Средней Азии принадлежит узбекскому языку. Казахский литературный язык стал складываться позднее. В середине прошлого столетия его основы заложил великий поэт и мыслитель Абай Кунанбаев, казахский Пушкин. Несмотря на то, что казахи расселены по огромному пространству Средней Азии, а численность их превышает 5 миллионов человек, в казахском языке нет диалектов, и язык казаха-оренбургских степей почти ничем не отличается от языка казаха Синьцзяна или Монголии. Туркменский язык, на котором говорят в Туркменской ССР, делится на множество диалектов и говоров. До октября туркменский народ был раздроблен на племена. Племена, в свою очередь, делились на роды, и у каждого было свое собственное наречие. Замечательный туркменский поэт Махтум Кули еще в XVIII веке заложил основы литературного языка, пытаясь объединить племена туркмен воедино на базе общего языка. Лишь спустя почти 2 столетия мечта Махтум Кули осуществилась. Туркмены являются единой нацией с единым литературным языком. Впрочем, это справедливо лишь по отношению к 1,5 миллионам туркмен, живущих в СССР. Около миллиона туркмен, проживающих в Иране, Афганистане и других странах, по-прежнему сохранили членение на племена и роды, по-прежнему изъясняются на различных наречиях. Мы говорили о том, что хакасы, вероятно, являются потомками древних кыргызов, одного из могущественных народов Центральной Азии. Их не следует смешивать с киргизами, живущими на Тянь-Шане в Киргизской ССР, которые лишь в XV-XVI веках образовали единую народность. Причем с середины XVIII века начался процесс дробления этого единого киргизского языка на диалекты, обособления их друг от друга. Киргизские роды кочевали по Азии от Аральского моря до нынешнего Пакистана, от Китая до Узбекистана, в основном по Нагорьям Тянь-Шаня и Памира. И лишь после 1917 года начинается новое объединение киргизов, создается письменность, возникают литературные произведения. За годы советской власти из языка, а вернее группы близких диалектов, обслуживающих узкую сферу быта и примитивного хозяйства, киргизский язык превратился в язык, на котором могут быть изложены любые достижения современной научной мысли и на который могут быть переведены любые произведения мировой литературы. Каракалпакский язык – один из тюркских языков, носители которого живут на территории 2 континентов – Азии и Европы. Большинство каракалпаков, наименование происходит от характерного головного убора черного колпака и переводится на русский как «черные колпаки», населяют территорию Каракалпакской автономной республики со столицей в городе Нукус, входящей в состав Узбекской ССР. Живут каракалпаки и в Туркмении, Казахстане, Афганистане и даже в Астраханской области. Язык каракалпаков, так же как и очень близкий ему казахский, почти ничем не отличается от ногайского языка жителей Северного Кавказа ногайцев. Каракалпакский, казахский и ногайский языки являются потомками половецких наречий. Когда половцы вошли в состав Золотой Орды, от них отделилась так называемая Большая Ногайская Орда. Последняя, в свою очередь, разделилась на несколько частей. Племена, откочевавшие на восток, дали начало казахам и их языку. Племена, ушедшие на запад, положили начало ногайскому языку, а каракалпаки заняли наиболее южные территории.
Ногайский язык не единственный тюркский язык, на котором говорит многоязычное население Кавказа. Одним из 6 литературных языков Дагестана является кумыкский. Название его происходит, вероятно, от слова «кымаки», то есть «кыпчаки». Кыпчаки известны в русских летописях под названием половцы. На кумыкском языке изъясняется около 200 тысяч человек. Зато на другом тюркском языке Кавказа, азербайджанском, говорят более 7 миллионов человек, в основном жители Азербайджанской ССР и Ирана. В азербайджанском языке несколько десятков диалектов и говоров. Но наряду с ними существует и литературный язык, имеющий многовековую историю. Классики азербайджанской поэзии широко пользовались арабской и персидской лексикой, но впоследствии иноязычные термины были заменены исконными азербайджанскими, то есть тюркскими. Еще один тюркский язык Кавказа – карачаево-балкарский. Интересно, что и карачаевцы, и балкарцы называют себя аланами. Историкам же хорошо известно это название. Античные авторы сообщают о племенах аланов, появившихся в степях Предкавказья около 2000 лет назад. Аланы владели огромной территорией от Аральского до Черного моря. Центр их государства, просуществовавшего более 1000 лет и уничтоженного Чингисханом, находился на территории нынешней Осетии и Кабардино-Балкарии. Впрочем, это было скорее не государство, а союз племен. В него входили потомки скифов, предки современных осетин, народы Кавказа, говорившие на своих языках, и, наконец, как показывает само название балкарцев и карачаевцев, тюркоязычные племена. Название «балкарец» вероятно одного корня с названием «болгарин» и «булгар». Балкарцы живут на Кавказе, болгары — на Балканах. Булгары, говорившие на особом тюркском языке, булгарском, были создателями могущественного царства у устья Камы при впадении ее в Волгу. После того, как булгары приняли в X веке ислам, их государство стало самым северным пунктом мусульманского мира. Сюда приезжали купцы из Самарканда и Багдада, сюда лесные племена свозили меха, сюда прибывали русские торговцы. Соперником Волжской Болгарии было государство другого народа – хазар. Хазары, язык которых, хазарский, также был тюркским, дали приют последнему правителю древних тюрков, тюркютов, и считали себя законными наследниками этой великой державы. Им удалось подчинить своей власти многочисленные тюркские и нетюркские племена и народы. Волжская Болгария и Хазария, две могучие державы Поволжья, исчезли, как и народы их создавшие. Однако и поныне на берегах Великой Русской реки звучит тюркская речь. Ее носителями являются татары и чуваши. Слово «татары» прежде было собирательным названием для всех тюркских народов, жителей Великой Степи, и вообще для обитателей Центральной и Северной Азии. Татарами называли и маньчжуров, и монголов. Пролив, отделяющий Сахалин от материка, получил название Татарский, хотя от того места, где жили татары, его отделяют 1000 километров. В наши дни Татарией называют автономную республику, расположенную на Волге, примерно в пределах бывшего Казанского ханства. В XV-XVI веках, в период расцвета этого ханства, и сформировался окончательно татарский язык. Его называют еще казанско-татарским или поволжско-татарским, чтобы отличить от языков сибирских и крымских татар.
Язык этот распространен не только в Татарской АССР, но и в Мордовии, Башкирии, Чувашии, а также в целом ряде областей России — Рязанской, Ульяновской, Пензенской и так далее. Литературный татарский язык стал складываться давно, еще в XVI веке, а вот другой близкий ему язык, башкирский, стал языком литературы только после Великой Октябрьской социалистической революции. В мае 1918 года в Москве собрались ответственные работники Татарии и Башкирии и образовали Центральную комиссию по вопросам башкирского языка. Задача усложнялась тем, что башкиры говорили на различных диалектах и не имели своей письменности. В наше время почти 1 миллион башкир пользуются языком, на котором создана богатая литература. Казанский университет знаменит не только именами Ульянова и Лобачевского. В его стенах работали всемирно известные специалисты по тюркским языкам. В Казанском университете было сделано научное описание чувашского языка, который по сей день является, пожалуй, самым интересным изо всех живых тюркских наречий, так как существенно отличается от них. Во-первых, потому что является единственным потомком древнего языка булгар. Часть булгар, переселившихся на Балканы, как вы помните, сохранила свое наименование болгары, но не язык. Во-вторых, потому что в образовании чувашского языка принимали участие и языки другой семьи, финно-угорской, в особенности древний марийский язык. Чувашское письмо было создано в XVIII веке. Тогда же была написана первая грамматика чувашского языка. Замечательный языковед Ашмарин собрал обширный материал по чувашским диалектам и составил огромный в 17 томах словарь чувашского языка. Исследование чувашского языка продолжается и в наши дни. Турецкий язык также имеет тюркское происхождение. Современная Турция завоевана и населена тюрками сравнительно недавно, в XI-XV веках. Попытка покорить Европу, предпринятая в XVI веке турецкими султанами, провалилась. Неудачей окончилось и насильственное отуречивание южных славян, сербов, болгар, босняков, македонцев. И все-таки более 1 миллиона человек говорят в Европе по-турецки, в европейской части Турции, в Греции, Югославии, Болгарии. Правда, и внешний облик, и язык, и культура европейских, да и малоазиатских турков отличает их от классических тюрков, пришедших сюда из глубин Азии. За многие века общения с коренными жителями Малой Азии, Ирана, Закавказья, Балкан, с персами, греками, курдами, славянами, арабами, армянами, племена тюркских пришельцев смешались с ними, восприняли их культуру, заимствовали многие слова. В Центральную Европу, на Дунай и за Дунай, проникали многие тюркские народы: авары, агузы, печенеги, торки, булгары. Многие из этих племен, а с ними их языки, бесследно исчезли. От них остались лишь слова, заимствованные некоторыми народами Европы, отрывочные записи в хрониках, отдельные географические названия. Но кое-какие языки все же сохранились. В конце прошлого века русский этнограф Машков открывает в Бессарабии любопытный тюркский язык, возможно, восходящий к языку агузов, печенегов или торков. Язык этот называется гагаузский. Гагаузы переселились из Болгарии в те годы, когда она находилась под гнетом Османской империи. Ведь турки насаждали ислам, а гагаузы исповедовали христианство. Спасаясь от религиозных гонений, они нашли свою новую родину в бессарабских степях. Часть же гагаузов осталась в Болгарии, где и живет по сей день.
В СССР, в основном в Молдавии и Одесской области, живет свыше 150 тысяч гагаузов. Не все ученые считают гагаузов потомками тюркских племен Средневековья. По быту и культуре этот маленький народ очень близок к болгарам, и ряд исследователей полагает, что гагаузы — это потомки болгар, насильно отуреченных в XIV-XIX веках. Они сохранили православную религию, но утратили славянский язык и перешли на тюркский, ведь гагаузский язык стоит ближе всего к турецкому. В начале XX века протоиерей Чекир, гагауз по национальности, перевел на свой родной язык ряд церковных книг и составил гагаузско-румынский словарь. Но попытка просветителя-одиночки не увенчалась успехом, и лишь в 1957 году специальным указом Президиума Верховного Совета Молдавской ССР была введена письменность на гагаузском языке. На языке гагаузов выходят печатные издания. Все это, разумеется, способствует тому, что маленький гагаузский язык не растворится среди окружающих его больших языков молдавского, русского, украинского, а вот перспективы другого интересного языка не столь радостны. Караимы, возможно, потомки племен, которые около 1000 лет назад входили в состав государства хазаров. Сначала они жили в Крыму, а затем в XIV-XV веках частично переселились в Литву и на Украину. По последней переписи населения нашей страны их насчитывается несколько тысяч. Но только около 800 человек считают караимский язык родным, остальные перешли на русский и другие языки СССР. Весьма вероятно, что в будущем караимский язык исчезнет полностью и станет достоянием лингвистов, так же, как и языки литовских и белорусских татар. Носители этих языков ныне полностью растворились среди литовцев и белорусов, перешли на их язык, и только оставшиеся письменные памятники позволяют ученым знакомиться с этими тюркскими языками.